Участники соревнований, становись! Зорница в Советском Союзе существовала как пионерская военно-спортивная игра. Она представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения. Игра являлась частью системы начальной военной подготовки школьников. В одно время ее популярность падала, но сейчас молодые ребята проявляют все больше интерес к такому виду досуга. Как и в прежние времена, целью зорницы является подготовка школьников к будущей службе в армии. Я думаю, что для ребят, для детей это очень полезно. Это, во-первых, это спортивно, потом они подготавливаются в военном плане тоже. Руководители, организаторы безопасности жизнедеятельности, а также судьи очень тщательно подошли в организации данного мероприятия. С особой благодарностью хочу отметить также и поблагодарить ветеранов боевых действий. Они тоже активно всегда нам помогают. В ходе зонального этапа зорницы ребятам предстояло соревноваться в 12 военно-спортивных дисциплинах. Это строевая подготовка, тактическая игра на открытой местности, преодоление полосы препятствий, силовая гимнастика, бег на дистанции, метание гранаты, разборка и сборка автомата, викторина, спортивное ориентирование, плавание, стрельба, а также надевание общевойскового защитного комплекта. Каждая команда состояла из 15 человек. Это школьники и их военный руководитель. В зональном этапе приняли участие ребята из Сибая, Баймака, Белорецка, Учелов, Межгорья, Зилаира, Абзелиловского, Зианчуринского, Хайбулинского и Бурзянского районов. Для всех них уже не впервые соревноваться в искусстве военно-прикладного дела. В течение всего дня, более 8 часов, 140 школьников активно демонстрировали свои возможности и боевую подготовку. Выносливость и дисциплина, проявленные ими во время игры, вселяют уверенность, что в нашей армии будут служить достойные солдаты. Марш! Далее! По результатам соревнований зонального этапа военно-патриотической игры «Зорница» третье место досталось команде Хайбулинского района. Серебро завоевали ребята из Баймака. Ну а победителями стали представители лицея номер 9 города Сибай, команда военно-патриотического клуба «Пламя». Они и будут защищать честь Зауралья на республиканском уровне. Лена Кириллова, Данила Липаев, Неосмир Хайдаров, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ.